Всем привет! Ну что, сегодня у нас 25 декабря, на носу Новый год, Рождество и похолодание у нас очередное. Минус 49. Ну, короче, минус 50. Все минус 50. Посмотрите на памятник студентам, стройотрядовцам. Вот такой памятник. Я сейчас, чтобы камера быстро не замерзла, запихал ее в такой чехол, поэтому может быть проблемы со звуком быть. Ну вот сейчас мы пройдемся дальше с вами, посмотрим на город, как люди живут, чем дышат и так далее. Вот остановка. Это я хожу в районе университета, поэтому вот здесь такая обстановочка. Так, мы пойдем в эту сторону. Придется мне по пути заходить обязательно в какие-то здания и греться там, потому что я уже, вот сколько я нам вышел, 5 минут назад, уже чувствую, что лицо замерзло, замерзает. О, видите, пар идет такой. Вот минус 50 вам, пожалуйста. Думаете, как люди живут в таком морозе? Вот так и живут. А куда денешься? Никуда не денешься. Машины стоят, ждут светофора. Ой, такой крепкий морозец, знаете, как будто бы такой парной сауне. Сидишь, это чувствуется прямо. Так, ладно, я тут темнота, пока выключу, потом, когда будет что интересно, еще раз включу. Так, ну вот, это здание Северо-Восточный федеральный университет, самый холодный в мире, я так думаю. Видите, вывеска имени Амосова. Что шныряют, подъезжают. И елочку, сейчас посмотрим на елочку. На макушке мы видим такая красивая, что это, звезда, многоконечная. Вот она, звезда. Вот такая елка здоровенная здесь стоит. Это сейчас времени у нас 6 вечера. Конец рабочего дня. И вот я решил прогуляться. Променад, так сказать, в минус 50 градусов. Концертный зал. Здесь выступают приезжие исполнители, бывают иногда. Поэтому мы в это здание заходили и знаем, что тут и чего. Бургер. Можно покушать, погреться. Опять же, вот там цветы продают. Магазин Паскаль. И нам, не успеем, все. Придется ждать с вами. Выключать я не могу, потому что у меня он упрятан в чехол. И кнопка недоступна мне управления. Так, видим памятник. Видим памятник здесь. Сейчас подойдем. Такой памятник. Это памятник Амосову, в честь которого назван университет. Ну и дальше идем, топаем.
здесь, вот в этом районе, все здания, которые относятся к университету, их здесь несколько корпусов, общежития студенческие. Видите, да? Машина едет, и за ней такой клубы дыма такие. Это не дым, а пар, по сути дела, да? Вот у нас пришлось прикрыть. Пришлось прикрыть, слышно меня, рукой лицо, потому что этот мороз меня уже убивает, конечно. Ну, а так вот надо жителям с работы быстренько добежать до остановки, сесть на автобус и быстренько поехать. Потому что каждая минута у нас вот, если ты плохо одет, ты просто замерзнешь. На мне сегодня два свитера, теплые штаны, кальсоны обязательно, теплые ботинки, теплые, там термопрокладка такая, термостелька изолирующая. Вот видите, женщина нажала на кнопочку, и значит, ждем, когда светофор для пешеходов загорится. Ждите. А здесь бас. И через сколько времени приедет автобус какой. Так. А вот заморгал, сейчас мы будем переходить. Нужно поближе подойти. Ну, еще сегодня, знаете, все, еще ветер. И когда ветер, соответственно, холод еще страшнее ощущается. Так, вот мы видим мост здесь. Мост такой тут. Это озеро у нас, и мостик через него. Люди ходят через него, но мы не пойдем туда или пойти. А, наверное, я туда схожу. Прогуляемся с вами по мосту. Ой, да, то искривилось что-то даже. Видите, его куда-то повело на бок от температуры. Смотрите, мост искривился от холода. Кошмар. Металл не выдерживает. Люди, металл в такую погоду, в такой мороз, металл очень хрупкий. И если приложить какое-то чрезмерное усилие, он просто крошится, ломается. Поэтому вот очень опасно такая погода для города. То есть, не дай бог, какая-нибудь произойдет авария на газопроводе или электрической ГРЭС электростанции, то все. Вплоть до эвакуации города надо будет делать, что у нас происходило, ну, не с городом, а с поселками, в которых пропадало отопление, там, соответственно, трубы перемерзали, лопались от мороза, и жителей всех эвакуировали. И такое происходило не один раз. Ну, а здесь целый город, 300 с лишним тысяч жителей живет в нем на данный момент, постоянно, не считая студентов и приезжих, временно прибывающих на территорию. Хотя, конечно, вот в такую погоду кому-то прибывать, я даже не знаю. Наверное, никто не захочет, да? Холод. Так, у меня уже мост надо погреть. Ну, люди вот из таких машин вылазят. В принципе, там же в машине тепло. Вылазят и в здание переходят.
что тут большая охота. Так, куда мне зайти погреться-то, а? Куда мне зайти погреться? Так, ну вот здесь вот светофор. Так, это у нас проспект Ленина, всем известный. Бывшая улица Большая. И на ней вот кинотеатр Лена. У нас кинотеатр большой, хороший. Раньше он был вот такой один в городе, но сейчас построили синема-центр. Поэтому кроме него еще есть. А здесь рядом был когда-то развлекательный центр Виктория, а сейчас театр эстрады. Так, ну, смотрите, ребенок. А, наверное, я на автобусе поеду. Что-то долго у нас не светится. Мы видим здесь такое вот украшение. Украшение видно, да? Это. Кнопку не нужно. Вот все. Пошел. Загорелся зеленый сигнал светофора. Или мне уехать, я, наверное, уеду. Тут еще поснимаю, если она снимает. Кого мы тут видим? Каких-то снежные фигуры. Вот такие вот. Видите, да? Вот они. Елочка вон там стоит сейчас. Такие вот фигуры тут сделали и две елочки. Елочки, все с иголочки. Так, ну зайдем, ладно, в кинотеатр. Была не была. Согреться мне же надо, что мерзнуть. До 18:30. Поэтому делать там мне нечего. Так, вот автобус. Пойдемте туда, быстро. Какой автобус там? Нам будет в каком-нибудь сесть и уехать 14-м. Ну ладно, поехали на 14-м. Но это у нас теплая остановка. Здесь мы стоим, греемся. Можем посмотреть автобусы, как вот ездят. Видно, да? Вот это вот само помещение, это остановка. Как автобусы ходят. Жвачку можно купить. Еще какой-то агрегат. Ну и мы включили камеру. Такое помещение. И выходим на улицу. У меня мысль такая появилась. Почему бы в мороз 49, ну, почти 50, да, согласитесь, что там 49, 48. Где-то в одной части города 48, в другой минус 50, тут у нас разброс, понимаете, как люди идут, нажимают кнопку на светофоре и переходят здесь, когда он загорится. Такая перед Новым годом, конечно же, надо затариться продуктами. У меня такая идея появилась. Почему бы в этот мороз не купить мороженого и не покушать его на улице? Так, здесь у нас вот в этом месте холодно. Есть магазин молококомбината якутского, и там продают мороженое. Тут всякие разные продукты, питание, мясо и так далее. Мясные продукты. Это фирменный магазин якутского хлебокомбината. Вот это вот у нас фрукты, рыба 170 рублей какая-то непонятная. Что-то там продают за рыбу. Так, вот сколько я там прошел, мне уже лицо. Вот само, это хлеба или молококомбинат? Молоко, да? Путаю что-то. А вот сам ГМЗ. Сам магазин. Молочка где у нас продается. Вот это фирменный магазин якутского хлебокомбината. Скиф.
Так, вот я дошел. Гормолзавод, вот так он называется, до 8 часов. И сейчас мы здесь с вами пройдем. Елочка, смотрите, какая шикарная елочка. Так, сейчас мы положим. Короче, у меня получилось 186 рублей килограммовый пломбир. Плюс такое мороженое, плюс пломбир. Получилось у меня 186 рублей килограмм. Так, сейчас я упакуюсь. И мы с вами пойдем. Выходим. Вот я купил мороженое. И мы идем. Так, ну что, покушаем. Мороженое на морозе. Так, я открыл мороженое. Видите, да? Мороженое. Реклама. Якутский гормолзавод. На улице у нас минус 48-49. Да? И мы сейчас будем кушать с вами мороженое Экстрим. Видите? Я его кушаю. Кто хочет такой экстрим минус 50, покушать мороженое, которое температура мороженого минус сколько там, 10 градусов, да? А температура на улице минус 50. Очень, очень романтично. Кто еще может? Но мороженое замерзает. О, слушайте, у меня уже рука. Все, рука у меня. Рука замерзла. Рука. Сейчас мы зайдем. Видите? На самом деле кушаю. Сюда зайдем, погреемся. Пальцы у меня уже замерзли. Ну, идеально можно перекусить в минус 50. Ой. Так, ладно. Так, я мороженое там убрал. Короче, надел перчатки. Палец у меня уже один отнес. Сколько я минуту не прошел. Минуту не прошел. И все. Замерзло пальцы. К сожалению, на пальцах нету жира совсем никакого, поэтому тут у нас был магазин прикольный. С Камчатки рыбу продавали дорогую, блин, вот такую ценных пород, икру там всякое. И он закрылся успешно, не выдержал конкуренции.
здесь тоже у нас своя копейка. Сейчас не буду заходить никуда, потому что я с вами иду. Тут у нас пожарка. Пожарка. Пожарные машины стоят, видите, да? И там, вот, видите, моргает. Это елочки. Елочки моргают. Так они украсили красиво. Все это дело. Ну, теперь я буду идти, пока у меня камера не замерзнет. И не выключится сама. Таким образом, лучше двумя руками держать. Тогда будет более четкая картинка. Так, быстро, быстро, быстро. Видите, все люди быстро двигаются. Тут не походишь так медленно. Променадно. Тут бежать надо. Бежать. А вот смотрите, с новым 2020 годом. Русский Дед Мороз, Чисхан, поздравляет всех. Так, остановочка у нас здесь. Сейчас загорится светофор, переход, и мы с вами пойдем. О, пар. Что такое? Кнопку нажать надо или что? А, не едет. Вот все, для пешеходов открытое движение. Мы прикроем лицо, чтобы лицо не замерзло. Вы понимаете, еще мороз, да еще ветер, вот это, короче, вообще кошмар. То есть, вот если сейчас температура 49, да, то ощущается она при сильном ветре, видите, всех 55 градусов. Всех 55 градусов. Это автобусы здесь стали. Тут такая улица. Видите, поток машин какой. Это вот они едут все перед Новым годом затовариваться с продуктами. Что там на Новый год берут обычно? Салат оливье, да, делают, то есть яйца нужны. Что там, не знаю, майонез, да, там. Что лежит там? Горошек, по-моему, да? Я ни разу не делал, поэтому не знаю, что он состоит. Я просто знаю, что вот человек идет, замерзший, ковыляет. Ой. Так, салат оливье стоит. Селедку под шубой, да, делают? Селедку под шубой. Это я вам новогоднего такого настроения, предновогоднего пытаюсь создать. Селедку под шубой, для этого нам что? Селедка нужна, да? Потом, по-моему, свекла нужна, сметана там, что-то такое, понял. Морковка нужна, не нужна, не знаю. И даже рекламу уже нужна. Даже рекламу уже нужна. Ничего не видать. Короче, здесь надо, наверное, маску мне точно будет покупать. Обычно шарфы надевают, но шарфом это как-то проблематично. А сейчас вот пошли такие маски на лицо, они теплые и позволяют, в общем-то, переносить холод, лютый холод. Машины едут. Это сейчас седьмой час вечера. С этой стороны, кто не знает, это у нас теплотрасса, по которой тепло поступает, горячая вода поступает, горячая холодная поступает в дома. Отопление, это все. Вот такая вот схема. Здесь у нас Тулуру Молл, Айгуль супермаркет. Что вы, наверное, такие не знаете, у вас нету таких. У нас дело в том, что здесь Ашанов никаких нету, лент и так далее. У нас тут свои. Это Айгуль и так далее. Там есть светофор. Какая машина шикарная. Лимузин. Вот там вот мы видим, что очень-очень много машин. Вон там, видите, да? Очень-очень много машин, потому что люди затовариваются едой, шампанским, подарками.
все в полок сметает. Все. И после Нового года там практически упала камера. А вот вам Наташу еще покажу. Помните, машина, вот если так ее оставить, как это, да? Она просто замерзнет и до весны я не оставить, если ее специально не разогревать. А так вот позволяет, у меня здесь внизу вот выхлоп идет, труба. И он там стоит, он потихоньку работает, он маленько включается и таким образом сам себя греет. Это вот оболочка, она не дает холоду вот, проникнуть, реализовать машину. Ну вот, я уже, по сути дела, сейчас репортаж кончаю. Такси едет, кто-то такси вызвал. Потому что в такой мороз, понимаете, лучше заплатить там 200 рублей, да, согласитесь, ехать, чем морозить себе нос, не знаю, еще что будет, морозить ноги, руки, лицо. Вот, поэтому, если вы выпили, заказываете такси пешком, вы, во-первых, в пьяном состоянии холод не почувствуете и просто вас отморозите себе все подряд, и потом будете с культяпами. Ну вот я вам покажу, здесь вот такой вот дворик небольшой и детская площадка, ну, сами понимаете, на минус 48-49 какой нормальный ребенок будет кататься, но мы с вами покатаемся. О, она работает, смотрите. Мороженое кушали, на этой катаюсь, красота. Можно еще на качелях покатиться. Ладно, я не буду садиться, это еще детям порву своим весом. Ну, теперь немножко полюбуйтесь красотами. Смотрите, шикарно как все. Красиво, да? Красиво. Деревья в снегу. Красотень. Ну ладно, все. Всем пока. С наступающим Новым годом. Пока.